Всем дня доброго с самой северной точки Эстонии. Однажды я посетил самую южную точку Эстонии. Об этом есть видео на моем канале. И как было не посетить самый север, находясь недалеко от него. Итак, мыс Пурекари. Мыс Пурекари является самой северной континентальной частью Эстонии. Каменистый, усеянный валунами мыс протянулся на 1,5 километра и находится в Лахемасском национальном парке на полуострове Пärsäpää. Мыс заканчивается небольшим островком и мысом. Вот тут начинается самое интересное. Это Kuradisaar, он же Saartneem. Он же остров Рос и Птичий остров, и все это по праву. А в отношении роз и птиц все предельно ясно. Здесь очень много диких роз и птиц, в чем я убедился лично. Даже был атакован чайками, видимо, недалеко находилось их гнездо. А вот с остальными названиями не все так просто, но все объяснимо. Saartneem это в переводе мыс. Попасть в это место в зависимости от уровня воды можно по-разному. От пешком до вплавь. Отсюда и название Саар – остров, Неем – мыс. А вот с названием Kuradisaar – чертов остров – все гораздо сложнее. Говорят, это название возникло из-за двойного перевода с эстонского на русский и обратно. На картах это место обозначено как Saartneem, но в произношении русскоязычных, предположительно пограничников, которых здесь в свое время было очень много, а это действительно так, поскольку все побережье усеяно остатками бывших погранзастав и прочих сооружений, связанных с пограничниками. Название Saartneem было похоже на черт или, видимо, что-то наподобие черт с ним. И так имя стало популярным и закрепилось. И есть еще и другая версия, но очень сказочная. А точнее, она и есть сказочная, тем не менее интересная. Детская писательница Дагмар Нормет в одной из своих книг приводит такую версию. Лесная ведьма, сидя на прибрежном валуне, пела и заманивала проходящие мимо корабли на рифы. Корабли терпели крушение, и моряки решили, что это не что иное, как проделки самого черта. Они стали опасаться этого места и прозвали его чертовым. Отсюда и возникло это название. Вот такие интересные гипотезы. А вообще это, на мой взгляд, очень красивое и замечательное место, стоящее, чтобы посетить его. Тем более здесь на берегу есть обустроенные места для отдыха под эгидой РМК. Всем удачных путешествий и душевного спокойствия.